Башня Согласия – это настоящий символ ингушского народа, достопримечательность и визитная карточка республики. Монументальное сооружение было построено в 2013 году в самом центре Магаса в стиле увеличенной в 4 раза средневековой ингушской башни. Здесь на высоте 100 метров, кажется, открывается не только вид на столицу, но и на весь Кавказ. Однако взгляд может притупить вот такие произведения искусства. Все пестрит каракулями. Тут и признание в любви, имена, чтобы наверняка знали, кто здесь был, и самое яркое – «Хочу свой гарем». Самоутверждение в граффити постепенно перерастает в вандализм. Ведь стереть такие художества намного сложнее, чем закрасить детские каракули на стенах. Неравнодушные уже забили тревогу. В ход пошли и надписи фломастерами. Фатима и Марина даже обозначили дату. За их примером последовали Ясмина, Амина и Салима. Пишут послания как девушки, так и парни. Разобрать пагубное искусство нынешнего поколения несложно. Бесконечные знаки, инициалы и пируэты, больше говорящие не о творческих способностях, а о явных психологических нарушениях умельцев. Руслан Тангиев на башню сегодня поднялся впервые. Видом очарован, а поступками обескуражен. Что удивительно, что я хамир для истории мир. Но вот эти надписи вот на стенах, это, кстати, не очень красиво. Некрасиво. Башня Согласия за эти несколько лет успела многое повидать. Некоторые любители экстрима с этой сумасшедшей высоты умудряются делать сальто. Однако такие любители акробатики всю серьезность последствий недооценивают. Способ самоутверждения или все ради эффектного видео для Инстаграма? В любом случае риск не оправдан. Задуманные кадры могут стать роковыми для юных блогеров. Расшибиться в лепешку можно за несколько секунд. Сотрудники музея говорят, что форс-мажоров здесь и без этого хватает. Типа шесть проведение спортивной жертвы, а вот дольше там для понтов и чисто. Усхал бен бог шел подтягивать жижи, а знага сценария застежки же специально легко же и кизгляться. Да, с чудоди и нагата. А я кей, чего должен положение цента, чего это сейчас, чего аж так. Прочный мышцы сакхалолари. За это рассчитано, я сакхалолго, жить делать. За ход халяться, что вид там уже это что прекрасно там должен, я халя хамаи нахать это делать. Вот тебя сейчас что кизгиши лорлу шамди бам дара, тус целуешь, зальтуешься еще я ворцалил дожди нагать, ты должен. Нага, хата был. Хата был баш, ултер что-то считаешь, сальтани, но чисто, может, да, согласие расширения, а лица ты по лёду ходокса суматься. Это опасно, дадите? Да, конечно. Это чакайта хамхули, я озор суматься, тахам, олш хоздить сиди, пакет ачу, лау поешь, вас, ачу, хаец хамисага, тасага, накайт веза сагаши, шеякал должен, или не нагасан цателч. Каждое стекло способно выдержать более 800 килограммов груза. Однако из-за активности некоторых акробатов перед выходом на смотровую площадку лучше помолиться. Понять людей, которым приходит в голову расписываться на камне, сложно, когда давным-давно придуманы бумага и ручка. Сотни туристов, приезжающих посмотреть на главную достопримечательность Магаса, наверное, и не могли представить, что любители мерзких граффити есть в Ингушетии. Люди, им без разницы бывает, это новый объект или старый объект, это культурное наследие или это просто какая-то самостройка. Если они захотели написать в горах или у нас, они это пишут, и это просто зависит от человека. Это никак нельзя одобрять и это никак нельзя прощать. Если каждый, кто видит это, неважно, это член твоей семьи или это знакомый или друг, если это будет оставаться безнаказанным, то это будет продолжаться и дальше. Реставрация испорченного камня – процесс недешевый. Около 40 тысяч уходит на одну стену балкона. И если в этом случае хоть как-то можно исправить ситуацию, то многовековые памятники не спасти ни за какие деньги. Дорога в горную часть Ингушетии на каждом шагу отмечена чуть ли не паспортными данными тех, кто здесь побывал. Надписи будто дорожные указатели, да только ведут они в неизвестность.
У нас шикарная природа, это наша первозданная, нашими предками оставленная история. И когда, въезжая в нашу красивую такую природу, чтобы посмотреть, приехав сюда, видя вот этот вандализм, это нахальские эти надписи, конечно, становится неприятно. Поэтому хотелось бы всех попросить, чтобы они относились более трепетно к нашей культуре, к нашей природе и, в первую очередь, к нашей истории. Это все-таки история. Пещера в Асиновском ущелье всегда притягивала своими загадками, но теперь здесь особенный колорит. Достопримечательность эпохи палеолита украшена теперь наскальной живописью действительно первобытных людей. Видимо, таким образом молодежь решила оставить для своего будущего потомства хоть какой-то след о себе. И как хороший вариант выбрала именно этот. Ну а на равнине нашлись и те, которым помешали уличные столбы. Улица разбитых фонарей. Руки некоторых вандалов доходят и до безобидных уличных осветителей. Такую картину можно наблюдать буквально на каждом столбе. Впрочем, на некоторых участках велодорожки не то что фонарей, но и самих столбов не видать. Зарема Евкурова в столице Ингушетии души не чает. Магаз обожает и искренне удивляется поступкам некоторых людей. وي إنساني يكير مش توي مودوز دحم والله خذ حمد إزمك جورس جدد دوش حم متس وي جورد لوري ميز وي مخ لوري مبيز وي دال شي نيس واتر بق أحواق وزن دال شي مت بول بيرش سم خذ خيتجي وجوردي يا حياة شام جابول جس كربلاكي يا تناخك الدرقة شيء تغش تاريخي خرداتي إزباق شار مشتو بيرج مدوي إزمودوز دحم باق شار ديشول شام دات شي يحيولج وسجمخ كت شي تنت شي قمت يحيولج وسجو ديشو شحمدش بيرج دي خدولج دش نو ازداد دوات شي تغش ديش ناو شيخ دي يشي بيرج يتي بدولج خذ حق وقت يدولج دحم إحديتيس. А в столичной мэрии только и успевают следить за нарушителями. К сожалению, да, у нас есть такие жители, которые безответственно относятся к имуществу города, ко всему, что здесь происходит. Столица у нас преображается, развивается, но буквально на той неделе, в субботу, во время очередного обхода сотрудников столичной мэрии мы обнаружили несколько поломанных фонарей, но, естественно, мы без внимания это не отставляем. Сотрудники электросети города Магаз тут же отреагировали, отремонтировали. Надеемся, что подобных случаев не будет, и жители будут более ответственно и понимающе относиться к этому. Возможностей самоутвердиться много. Для этого не обязательно расписывать камни, ломать фонари и рушить построенное. Тем более, когда все делается для нас же самих. Не лучше ли напомнить свое пребывание в городе или в горах полезным смыслом? Для этого достаточно убрать простой клочок бумаги. Зелимхан Калоев, Джамалей Тамасханов, Новости 24.